президенту Российской Федерации от граждан Удмуртской Республики. Открытое обращение. Мы, многонациональный народ Великой России, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, мир и согласие, сохраняя исторически сложившиеся государственные традиции, единство, почитая память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, возрождая суверенную государственность России, неся ответственность за свою родину перед нынешними и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, хотим обратить ваше внимание как главы государства, гаранта Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека, гражданина на беззаконие, творящееся в стране. Под видом борьбы с новым вирусом COVID-19 предпринимаются беспрецедентные меры, направленные на разжигание агрессии и ненависти населения России друг к другу. Массово нарушаются права граждан, родителей, пожилых людей, предпринимателей, работников бюджетной сферы. Под видом вынужденной необходимости нарушаются права на труд, на медицинскую помощь, на обучение, на свободу передвижения, на свободу экономической деятельности, на воспитание детей, на убеждения, на неприкосновенность частной жизни, на личную врачебную тайну и многие другие. Все это базовые конституционные права каждого из нас. Их пытаются отменить указами и постановлениями главных санитарных врачей и региональных властей. Идет массовая открытая сегрегация и дискриминация граждан России. Фактически против нас, народа России, объявлена информационная война. Владимир Владимирович, второй статьей Конституции Российской Федерации определено, что права и свободы человека являются непосредственно действующими, а государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. Мы, граждане Удмуртской Республики, крайне возмущены тем антинародным курсом, который проводит правительство Российской Федерации, губернаторы и главы регионов. Это курс направлен на подрыв российской государственности, целостности страны, на дестабилизацию обстановки в обществе, создание напряженности во всех сферах жизни. Из разных уголков нашей Родины приходят новости о введении незаконных ограничительных мер. Удмуртская Республика в этом плане не исключение. На основе региональных постановлений и указов работодатели массово грозят оставить людей без работы и средств к существованию. То есть под вопрос ставится основополагающее право человека, право на жизнь. Под удар попадает экономика страны. Без QR-кодов запрещается доступ в торговые центры, физкультурные залы, парикмахерские, столовые и кафе и многое другое. Запрещается пользование междугородними автобусами, пригородными поездами. Дошло до того, что гражданам отказывают в оказании плановой медицинской помощи, а где-то и вправе приобретать товары первой необходимости. Мы убеждены, что грубейшим образом нарушаются основополагающие как международные, так и российские нормативно-правовые акты. Так, ни одним законом или нормативным актом Российской Федерации не предусмотрено наличие у человека сертификата вакцинации или QR-кода для реализации его прав и свобод. Мы возмущены тем, что в стране, победившей фашизм, нам, внукам и правнукам победителей, пытаются навязать откровенно фашистскими способами аналоги аусвайсов в качестве допуска к нашим базовым правам и свободам. И деятельность губернаторов и глав регионов, которые на местах устанавливают фашистские ограничительные меры, тем самым превышая свои должностные полномочия, должна быть немедленно расследована, поскольку, на наш взгляд, налицо состав уголовного преступления. Согласно пункту 46 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной вашим указом от 2 июля 2021 года номер 400, целями обеспечения государственной и общественной безопасности является защита конституционного строя Российской Федерации, обеспечение ее суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита основных прав и свобод человека и гражданина. Используя свое прямое конституционное право в соответствии с статьей 3 Конституции Российской Федерации, а именно то, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, требуем от вас, как гаранта конституционных прав, пресечь незаконные действия правительства Российской Федерации, Роспотребнадзора, губернаторов, глав регионов,
главных санитарных врачей, расследовать законность сообщений СМИ, направленных на разжигание ненависти и разделение общества, и восстановить на территории Российской Федерации права и свободы, гарантированные гражданам Конституции Российской Федерации. Требуем от вас смены социально-экономического курса страны, отстранения от власти высокопоставленных чиновников, лоббирующих в нашей стране не только экономические интересы других стран, но и навязывающие нам чуждые культурные и морально-нравственные ценности. Если для этого России нужно выйти из ВОЗ, то мы полностью поддерживаем такое решение. Я подчеркиваю, мы не просим, мы требуем исполнения вами, как гарантом Конституции, своих прямых обязанностей. Мы обращаемся ко всем гражданам нашей страны, для которых понятие честь, достоинство и Родина – это не пустой звук. Обращаемся к военным и представителям правоохранительных органов. Согласно статье 45 Конституции, нам гарантировано право отстаивать свои права и свободы всеми законными способами. Граждане, мы великий и многонациональный народ, стоим на плечах наших великих дедов и прадедов, победивших мировой фашизм. Не бойтесь отстаивать свои права. Помните, у вас есть свобода воли и свобода выбора. Будьте смелыми. Правда на нашей стороне. Если вы видите, что рядом с вами люди борются за свои права, становитесь с ними в один ряд. Мы народ, источник власти, и вы даете эту власть всем депутатам, чиновникам, главам регионов и президенту. Так используйте свое законное заявительное право. Наши деды в 45 году остановили фашизм. Наша задача не допустить его возрождения сейчас, ради будущего наших детей и внуков. Фашизм на нашей земле не пройдет.